хотя поздно я включаю эту запись. И потом, чтобы ваши студенты, вы еще, уважаемые коллеги, вы хорошо должны знать, да, кто ваши студенты, на каком курсе они учатся, какое у них знание до вашего курса и как ваш курс может помогать им дальше развиваться. Это немаловажно, потому что иначе некоторые коллеги просто будут повторять то, что студенты знают. Поэтому мы должны знать, кто наши студенты. И самое главное, после того, как они завершают мой курс, что у них останется. И здесь давайте теперь начнем, уважаемые коллеги. У кого есть готовый материал, вы можете поделиться в чате или поделиться мы это сделаем так, что вы можете делиться с вашим ожиданием курса, описанием курса. Когда вы пишете силабус, конечно, название курса идет, и потом кредит часов, потом контакты преподавателя, и потом с самого начала обычно еще до результатов обучения пишется описание курса. Описание курса – это краткое изложение о курсе. В этом описании есть требования в вашем вузе, сколько страниц должно быть, сколько предложений, сколько слов или параграфов, или есть больше свобода, автономии преподавателя. Как у вас с этим, уважаемые коллеги? Что вы пишете там в описании курса? Основные элементы. Да, коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь. Кто что пишет в описании курса? Можете примеры показать? Аннотация жазылат, кыскача аннотация. Анда эмне берилет? Эмне маалымат берилет эжеке? Жалпы ошол курс жөнүндө маалымат берилет. Студенттер бул курсту окугандан кийин эмне маалымат алышат, кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болот. Кыскача эле болуш керек да бул описание курс. Да, коротко. Абдан жакшы. Наша коллега Ирина говорит, сели задачи перейдут чуть позже. А здесь краткое описание, о чем курс. Кратко, о чем этот курс. Давайте я пример свой покажу, потому что здесь классно было бы, если кто-то из вас еще примеры приводил. Здесь я свой пример покажу, пожалуйста, уважаемые коллеги. Каким должно быть описание курса? Это должно быть общая картина вашего курса, о чем будет ваш курс, на что вы будете фокусироваться, общие, но краткие предложения и фразы. Ничего сверхумного здесь не пишется. Коротко, ясно, о чем ваш курс, чтобы студент мог прочитать и получить информацию. Обычно, знаете, уважаемые коллеги, это как будто вы продаете ваш курс. Но это слово из бизнеса. Мне самому не очень нравится коммерция, но в то же время вы должны уметь преподнести, заинтересовать ваших студентов. Например, мы хотим эту процедуру такую делать. Если, например, предыдущий курс заканчивается, преподаватели, которые по выбору курсу преподают, они должны прийти вдвоем-троем, и каждый из них должен объяснить про свой курс. А студенты внимательно должны послушать преподавателя и потом выбирать этот курс или другой курс в зависимости от того, насколько красиво мы объясняем. Да? Давайте посмотрим. Вот прочтите, пожалуйста. Я извиняюсь, если вы выходите из сотки, из сотового телефона. Надеюсь, вы можете прочитать это описание моего курса, в котором я написал, о чем будет мой курс. Посмотрите, пожалуйста. Вот я могу прочитать, чтобы если кому-то очень маленькие буквы хорошо не читаются, давайте я прочту. Этот курс называется «Профессионализм учителя». Мой любимый курс, кстати, для магистрантов. Этот курс предоставляет обзор профессиональной идентичности учителей. Студенты-магистранты будут анализировать теории профессиональной идентичности в национальном и международном контексте и критически размышлять о своей практике, связанной с профессиональной идентичностью. Они будут обсуждать тексты ведущих ученых. Темы, которые будут охвачены в этом курсе, включают профессия учителя в Центральной Азии, статус учителя, профессиональная социализация молодых учителей, нагрузка и интенсификация учителей, сотрудничество учителей и, конечно, работа учителей в контексте образовательных реформ, лидерство учителей. Потом этот курс, я заканчиваю это предложение у себя в описании,
Курс позволит студентам переосмыслить свою профессиональную идентичность и переосмыслить свои будущие и личные профессиональные роли. Комментарий есть? Что здесь неясного, коллеги? Если вы магистрант моего курса, получаете вы некоторую информацию, о чем будет мой курс? Да, все здесь ясно, понятно. О чем будет курс, что студент будет заниматься, да? Давайте другой курс я покажу. Другой курс, это, наверное, вам будет более тоже интересно, потому что этот курс методов исследования. Методы исследования, я давно говорю, что в Кыргызстане мы должны ввести методы исследования в магистерских программах, докторских программах. Я очень рад, что наконец ввели в аспирантуре, ввели курсы по исследованию. Вот этот наш курс для магистрантов. Посмотрите, этот курс предлагает обзор методологии исследования и процесса исследований в области образования. В частности, курс помогает студентам развивать основные знания и навыки, необходимые для понимания процесса проведения исследований, от разработки идей до вопросов исследования и обзора литературы, выборки и выбора методов исследования, респондентов, выборки респондентов, сбор информации, анализ информации, интерпретация. То есть все этапы исследования. Кроме того, студенты будут учиться критически оценивать и планировать и проводить этические научные образовательные исследования по темам личного интереса. Здесь коротко. Диас, вопрос есть как раз по этому отношению? Диас очень хороший друг из Казахстана. Например, описание курса, добавок есть у вас что-то? Все нормально, да? Нет, все отлично, Рахмет. Research methods. Так, уважаемые коллеги. Теперь самый главный этап, потому что хороший курс начинается с разработки хороших результатов обучения. Я думаю, что вы, мои коллеги, очень хорошо разрабатываете результаты обучения, потому что результаты обучения диктуют, что вы будете обучать и как вы будете проверять. Поэтому очень важно правильно и хорошо разрабатывать. Конечно, я не буду, сколько должно быть результатов обучения, потому что я предугадываю, что будут разные цифры. Магических цифр нету, там секретных цифр нету, что обязательно должно быть 3 результата обучения или 10. Ну, больше 10 это уже трудновато. Меньше 3 это маловато. Поэтому я обычно где-то 5, 6, 7 у меня бывает результат обучения. В этом месте у нас больше 141 участников, и поэтому я могу попросить, пожалуйста, подумайте про свой курс, уважаемые коллеги, подумайте свой курс и напишите один результат обучения из вашего курса. Потом рассмотрим, и потом будем сравнить, насколько хорошо вы пишете, и, например, с точки зрения... Да. Подумайте про свой курс и напишите. Микрофоныңарды өчүрүп койгулачы, урматтуу коллегалар. Можете написать название курса и напишите один результат обучения, чтобы мы почувствовали разные предметы, которые вы преподаете, и чтобы мы почувствовали, что как раз вы разрабатываете прекрасный результат обучения. Давайте, уважаемые коллеги, у вас есть возможность поразить всех здесь. Напишите прекрасный результат обучения. Просто берите из своего курса и набросайте здесь в чате. У кого что получится, пожалуйста. Или у кого нет возможности писать, вы расскажите, чуть попозже, вы расскажете, когда мы попросим, вы включаете микрофон и говорите сюда. Потому что результат обучения архиважный. От этого зависит, насколько хорошо вы будете потом преподавать и оценивать ваш курс тоже. И в этом семинаре я хочу показать тесную связь между результатом обучения и оцениванием, уважаемые коллеги. Это моя любимая тема, кстати, оценивание. Ну-ка посмотрим, кто-то пишет. Напишите хотя бы. Давайте посмотрим, проанализируем 5-6 предложений, потом дальше пойдем. Смелее, смелее. У вас есть возможность получить фидбэк тоже и послушать коллег, что они думают про... Не будем никого ругать, пожалуйста, здесь неправильных не будут. Так. У кого что получилось? Результат обучения? Напишите, пожалуйста. Или кто-то говорит, это цель обучения, или другие. Может быть, вы другие термины используете, пожалуйста.
Ожидаемый результат. Да, я думаю, что многие из вас используют ожидаемый результат. Любой вариант пойдет, но напишите. Ожек айтсак болобу? Булат, вот здесь biraz говорим. Сначала почитаем коллег, которые написали. Вот Ирина очень активно участвует. Благодарю вас, Ирина. Большое спасибо вам, Ирина. Она пишет: предмет бухгалтерский учет. Отлично. Результатом обучения является получение профессиональных знаний в области бухгалтерского учета. Отлично. В данном случае можете добавить, Ирина, где студент в конце, ну, вы шаблон пишете, да? В конце этого курса студент получает профессиональные знания в области бухгалтерского учета. Хорошо? Достаточно четко проформулировали. Потом Ринат пишет, Ринат Агай, как русский язык, результат обучения, овладение коммуникативных компетенций. Тоже очень хорошо, овладение. Но вот эти слова, получение, овладение, я избегаю использовать, я чуть попозже скажу. Давайте дальше еще кто-нибудь напишите. Коллега, которая говорила устно, пожалуйста. Курсту толук окуп дисциплинанын аталышы башталгыч класстарда эне тилин окуп. Там, по-моему, ваш микрофон отключили, потому что шум шел, по-моему. Жаныңыздағы сотканы өчіріп қойсаңыз. Вот здесь Гульдана написала. Гульдана, я уже очень извиняюсь, без отчества говорю. Гульдана Эджике. Инструментальные средства разработки клиент-серверных предложений. Но это название вашего курса. А результат обучения в нем, какой результат? Извините, Гечерестер. Знать принципы построения и методы работы в клиент-серверных системах обработки информации. Вот Гульдана Эджике. Замечательно, но знаете, в моих слайдах чуть попозже я покажу, я обычно рекомендую моим коллегам не использовать слово «знать», потому что знать и понимать, вот эти слова, попробуйте другие глаголы использовать, потому что знать – это такое слово, которое, может быть, трудно измерять. Давайте, пока я скажу, что трудноизмеряемое слово. Давайте, Чолпан-Эджике, дисциплина, бюджет и бюджетная система, результат обучения. Вот анализировать, мне нравится вот это слово, анализировать доходную и расходную часть бюджета. Отлично. Вот как раз и результат обучения. Абдан Джакши Эджике, Чолпан Сакешевна, мне нравится, четко формулировали, и слово анализировать, это уже мышление более высокого уровня. Студенты будут или могут анализировать доходную и расходную часть бюджета, и это то, что надо. То, что вы написали, значит, я буду знать, что если я у нее в курсе буду сидеть, значит, я сумею анализировать. И правильно вы написали. Вот Чинара Исакова написала «Психология. Применение знаний по определению возрастных учений». Применение, мне вот это слово тоже больше нравится. Применение, вот, то есть знания не только они получают, но применяют. Да? Вот учет в процессе обучения. Хорошо? Вот коллеги, которые хотят устно говорить, есть? Пару коллег послушаем, потому что здесь... Давайте. Говорите. Тилин окутуунун методикасы башталгыч класстарда предметтин аталышы. Студент ушул курсту окуп үйрөнүп бүткөндөн кийин, курста үйрөнгөндөрүн кийин мектепте колдоно алышын айтам да, жыйынтыгында. Макул, бирок сиз кийин мектепке барып колдонот эмес, сиз курстун аягында эмнени колдонгонду үйрөнүп калат, ошондо жазсаңыз, мисалы үчүн менин курсумдун аягында ушул студент ушул түшүнүктөрдү колдонгонду үйрөнөт дейсизби, ушундай азыркыны жаза бериңиз, сабагыңыздын аягында, курстун аягында эмнени үйрөнүп калат. Да, хорошо? Ну-ка, давайте теперь мои примеры. Уважаемые коллеги, к сожалению, не можем послушать всех коллег. Вот здесь результаты обучения надо формулировать четко, ясно, потому что результат обучения, они описывают конкретный уровень обучения, который студенты должны достичь. Да? И обычно надо использовать вот SMART, то есть ваши ожидаемые результаты обучения должны быть конкретные, наблюдаемые, реалистические, измеряемые, и вот компетенции должны быть. Давайте я вот эти глаголы я предлагаю, но это вам самим решать в ваших вузах, но слово «знать» и «понимать» чуточку я избегаю.
больше предлагаю моим коллегам использовать такие слова, как анализировать, спроектировать, использовать, применять, продемонстрировать, оценить, сравнить и создавать. Почему? Потому что это уже, их можно потом измерять, во-первых. И во-вторых, они уже мышление более высокого уровня, ежели просто будут понимать и знать. И если мы делаем на упор, как раз это по Болонскому процессу тоже будет более правильно. Вот кто еще не слышал, я думаю, что в Кыргызстане все знают это таксономию Блума. Вот самые верхние там applying, analyzing, evaluating, creating, это то, что как раз мы должны развивать у наших студентов. Да? Так, уважаемые коллеги, посмотрите, может быть, я следующий покажу просто вот результаты обучения моего курса. Сначала посмотрите, я потом прочту. Вот посмотрите на использование каких глаголов. Какие глаголы я использую в этом курсе, результат обучения. Итак, у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не 10, не 15, и не 2, и не 3, где-то 6. Потому что я подумал, что вот эти 6 результатов более-менее охватывают мой курс. Во-первых, мои студенты должны определить разные компоненты, этапы исследований. Потом они должны распознать, описать основные виды исследований. Виды исследований бывают качественные, количественные, смешанные. Да? Потом они должны критически анализировать основные теоретические, методологические вопросы исследования. Потом они должны использовать и объяснить основные методы, количественные, качественные методы сбора информации, как собирать информацию, как анализировать. Они должны как раз уметь это, уметь использовать и объяснить. И потом в то же время очень важно, чтобы они проводили исследования в этических нормах, то есть никто не пострадал, анонимность, конфиденциальность они обеспечивали. А значит, если я обещаю, я должен это обучать у себя в курсе. И потом, конечно, в итоге мои студенты в конце этого курса, они должны уметь планировать, разрабатывать и проводить небольшие исследования по темам, которые они сами интересуются. Вот основной курс. Как вы думаете, коллеги? Нравится? Четко? Ничего лишнего? Если или вопрос есть у кого? Я с удовольствием отвечу, у кого есть вопрос, коллеги. Угу. Включайте микрофон и задавайте вопросы, уважаемые коллеги, если есть. Обращайте внимание на глаголы более высокого мышления, уровня по Блуму, желательно. И, конечно, все вопросы, все результаты составляются с позиции наших студентов. Это раньше мы писали, да, с позиции учителя, я буду обучать. Но нынче, вот нынешние реформы предполагают, что мы всегда писали с позиции студента, потому что студент должен уметь в конце нашего курса. Итак, если все ясно, дальше проходим. Структура курса я просто покажу вам, уважаемые коллеги. Следующим этапом мы пишем примерное расписание. Я не буду очень много останавливаться, потому что я быстро хочу рассказать вам, поделиться опытом про оценивание. Вот здесь мы просто пишем темы, кто преподает. Нас двое, мой коллега Даниэл и мы преподаем методы исследования. Это пример одного курса. И в конце колонны вы видите, какие ресурсы, литературные ресурсы мы предлагаем, источники мы предлагаем, чтобы они прошли. Это только первая неделя. Потом остальные недели тоже мы пишем таким же образом. И здесь, уважаемые коллеги, давайте теперь быстро, плавно переходим на методы исследования, методы преподавания. Каждый из вас очень хороший преподаватель, уважаемые коллеги. Вот Совет Пек здесь написал, да? Как вы относитесь знать, уметь, владеть? Вот слово «знать» я обычно говорю моим коллегам, моим студентам, знать, не использовать в результате обучения, потому что знать, как вы потом проверите, что они знают, что они делают. Если они анализируют. Так, и поэтому слово «знать» просто и запоминать вот эти слова я обычно не использую. Итак, коллеги, здесь вам вопрос такой. Методы обучения, методы преподавания. Напишите или скажите всем, кто знает, какой метод обучения.
Особенно я хочу послушать коллег, которые работают по технических специальностях. Что вы преподаете, которые я еще не знаю? Какие методы у вас есть? Методы обучения, методы преподавания. Что вы делаете со своими студентами? Просто приходите и включаете слайды и говорите, это одно. Это хорошо знаем. Какие разные техники, стратегии, методы используете? Давайте, у кого что есть? Интерактивный, Джамила, мозговой штурм, отлично. Синквейн, это скорее вы лингвист, да, Джамила? Белый стих, я белый стих хорошо не знаю, но это тоже, наверное, из области преподавания. Это филологи, наверное. Давайте. У кого что еще есть? Сіздер қайсы методтарды қолданасыздар? Оқытудың методтары, сабақ оқытудың стратегиялары. Өзіңіз бір ойлап тапқансыз бе? Же біреуден үйренгенсіз бе? Қайсыл методменен студенттерді аябай таңғалдырасыздар? Расскажите, пожалуйста, коллеги. У кого что есть? Просто пришли на урок и читали лекцию, ладно. Но лекция, да, ролевая игра. Ең жақсы. Джамила Эжике, наверное, вы точно лингвист. Проблемный метод. Айнура Эжике, саламатсыз ба, Айнура Эжике? Проблемный метод, да. Очень хороший метод. Problem-based, да. Проблемный. Дискуссия. Джамила Эжике, отлично. Обсуждение, дискуссия, да, бир, абдан жақсы. Джамила Эжикеден башқадағы. Групповая работа, отлично. Парная работа, групповая работа. Вот эти хорошие методы. Хорошо, отлично. Давайте вот работа в парах, абдан жақсы. Вот как раз я показал вам тоже, уважаемые коллеги. Вот здесь вы видите несколько методов, но это не полный перечень методов. Это разминка, мозговой штурм, дискуссия, дебаты, парная работа, групповая работа, презентация студентов, презентация преподавателя, кейс-метод, исследовательский метод, проблемный метод, сказали, игровые методы, ролевые, использование информационных технологий. Это не полный перечень. Но как вы думаете, какой метод наиболее эффективный? По своему опыту расскажите нам, ваш секрет. Когда ваши студенты глаза загоряют, алар сүйініп, жақсы нәрсе үйренішет. Какой метод наиболее удачный у вас, успешный? Обращайте внимание, да? Когда используете какой метод, у студентов там, они заинтересованы, у них знания хорошие, потом, не знаю, потом они могут применять свои знания. Работа в группах, да, потому что коллега Ирина работает в группе, потому что студенты помогают друг другу, да, это очень важно. Работа в малых группах. Итогово, я не знаю, что вы делаете. Вот коллега, который пишет преподаватель, напишите, что вы делаете в итоговом. Анализирование тоже. Анализирование, что вы делаете именно, что студенты делают, как они делают анализ, это что они делают. Презентацию. Все работают в группах, хорошо. Студентам нравится дискуссия. Біргелешіп, жақсы, Сайрагүлічке. Абдан жақсы. Абдан жақсы. Джамиля Эжике немного затрудняется в мозговом штурме. Но давайте, у меня такое исследование, я поделюсь результатом исследования, уважаемые коллеги. 2 американца, скорее всего, семья, там супруги, скорее всего, они провели исследование о том, если использовать разные методы, какой объем информации остается у студентов. Они анализировали, эксперимент проводили. И как вы думаете, давайте начнем там, с самого малого там, объема. Очень неэффективный метод, конечно, оказывается, это лекция. Когда проводите, но это зависит от лектора. Некоторые лекторы очень хорошо рассказывают, там, демонстрацию делают, примеры приводят из жизни, очень хорошо проводят лекции, и у них студенты больше получают знания. Но в среднем только 5% знаний остается у студентов, уважаемые коллеги. Поэтому студент сидит на лекции, и некоторые спят, потому что это лекция не самый лучший метод. Преимущество лекции тоже есть. Когда большая группа студентов, 200 студентов, другой метод не работает уже. Поэтому лекция считается наиболее оптимальным. Но мы должны знать, что у лекции свои ограничения. Давайте напишите следующий метод, который вы думаете работает лучше, чем лекция. И примерно какой процент, как вы думаете? Если кто-то увидел, дискуссия пишет,
Дискуссия, Эльмира, сколько процентов это остается у студентов? Как? Как? Что лучше лекции, но еще не предел? Есть вариант у вас? Давайте я покажу второй, третий, вы должны угадать. Второй и третий я показал, уважаемые, извините. Чтение, то есть домой, чтение дома. Студентам мы даем, чтобы они прочли дома, и они приходят и рассказывают то, что они поняли. Чтение лучше, чем лекция, но только 10% остается. Аудиовизуальный, что это такое? Аудиовизуальный, когда вы показываете разные видео или аудиоматериалы студенты самостоятельно или вместе с вами слушают, и у них остается 20% знаний, потому что это зрительно, они слушают это намного лучше, чем лекция. Но давайте теперь, четвертый вы найдите, коллеги. Что вы думаете лучше, чем аудиовизуальный? Сколько процентов? Может быть, дискуссия наконец? Практические работы чуть попозже оставим пока. Вот коллега, который написал user 18, практическая работа очень хорошая, чуть попозже. Ладно, покажу. Демонстрация. То есть у наших технических, то есть преподавателей, которые преподают технические предметы, дисциплины, у них это очень, наверное, широко распространенный метод. То есть вы разные демонстрации делаете, что-то, химики там воду там наливают, там свет превращается, синий свет, зеленый свет. Вот демонстрация. Студенты в это время просто сидят. О, хорошо, вот это оказывается вот так. Они наблюдают. Но остается 30% примерно по их исследованиям. В Кыргызстане пока никто не проводил исследования. Если кто-то из вас проведет, потом я буду ссылаться на вас. Дискуссия – это хорошо, потому что это уже обсуждают, дополняют друг другу знания, и студенты могут взаимодействовать и помогать друг другу, 50%. Но практическая работа очень хорошо. Когда студенты сами могут потрогать, вот, проводить эксперименты, сами там потрогают, пощупают, и они уже сами самостоятельно работают, практически работа 75% остается. Вот, коллеги, вам самим решать, какой метод вы используете у себя в курсе. Это последний, да? Что-нибудь лучше есть практической работы? Как вы думаете, коллеги? Какой метод еще лучше, чем практическая работа? Я специально оставил один метод в конце. Очень важный метод, достаточно трудный, но это студентам очень нравится, потому что огромный объем знаний остается у студентов, когда они выполняют вот эту работу. Как вы думаете? Выполнение проекта, самостоятельная работа, хорошо, самостоятельная работа. Ну, что по-другому назовите? Составление проекта по-другому назовите. Тоже близко подходит, уважаемые коллеги. Исследование хорошо, но еще до конца говорить, но лабораторные, это практическая работа и лабораторная. Практическая работа – это лабораторная. Индивидуальная работа – это тоже может быть практическая работа. Курсовая работа тоже больше практическая работа. Работа в группах, это было как бы, работа в группах – это дискуссия где-то там пересекается. Ладно, коллеги, я хотя бы что-то сегодня полезное вы узнаете, включая. Я очень рад, что для Диаса тоже это новость будет. Это что? Это когда вы обучаете, то есть ваш ученик, ваш студент обучает других в классе. То есть полученные знания он может использовать, чтобы обучать других. Это время у него двойная ответственность, потому что он знает, что от его знания будет зависеть знание его друзей, и поэтому он будет хорошо познавать все это. Поэтому, например, особенно популярным называется, например, задания вы раздаете разным студентам, и потом разные студенты должны приходить и объяснить свою часть другим своим одногруппникам. Да? Вот как раз вот эти методы. Но это зависит от вас, какой метод вы используете. PowerPoint я не буду говорить. Вот просто пример своих покажу, как я обычно пишу, уважаемые коллеги. Вот что я пишу у себя. Извините, что у меня закрылся этот слайд. Наверное, я еще где-то 15-20 минут я покажу, потом вопросы, если у вас будут, я с удовольствием отвечу.
Да, детям, студентам стратегия. Отлично. Так. Странно. Что-то отказывается. И в это время, наверное, пока у меня компьютер включает, уважаемые коллеги, я потом покажу, что я пишу в методах преподавания у себя. Но давайте быстро теперь переходим наверное, один из последних. Перед тем, как поделюсь мыслями, что мы пишем в политике курса, особенно в условиях онлайн-обучения, до этого я, наверное, давайте остановимся обязательно на оценивание. Но я хочу узнать у вас, коллеги, давайте напишите или расскажите. Вот в вашем курсе студент должен отработать и получить 100 баллов. 100 баллов или 94 или выше у вас будет A, или, скажем, отличная оценка. Объясните, пожалуйста, или напишите, пожалуйста, еще лучше. Вот сделайте перечень заданий и буквально в процентном отношении, сколько заданий и сколько процентов, и как в итоге выйдет на 100 баллов. Например, я хочу посетить ваш курс, я должен узнать, как я могу заработать максимальное количество баллов у вас. Покажите, пожалуйста. Или просто скажите, у меня есть модуль, и в каждом модуле ты должен это учиться. Ваши параметры, ваши оценки. По-моему, нет, это, по-моему, сами разговариваете. Гульдана языка жазып так. Выполнение лабораторных баллов 40 баллов, промежуточный контроль 20 баллов, выполнение самостоятельной работы тоже от 0 до 20 баллов и итоговый контроль отлично. Устный опрос или тестирование, в зависимости, как вы выбираете, от 0 до 20. В итоге, давайте посмотрим, в итоге получается 60, 80 и 100 баллов. Да, отлично. Но еще помогите, пожалуйста, Гульдана языке. Но ваш курс продолжается от сентября до какого месяца? Как вы ставите, например, в силабусе вы указываете или просто тоже мне будет интересно посмотреть, на каком этапе какое задание вы даете, чтобы студент не выполнял все задания на последний день, да? Да. У нас лабораторно делится. Первые 6 лабораторных, если он не сдал, он 7-й не может сделать. Поэтому постепенно мы переходим. Потому что мы учим программировать. Сколько всего лабораторных у вас тогда? Мне это, как правило, по 1С 32 лабораторных. В первом модуле 16, во втором 16. Тогда 32 лабораторных и 40 баллов. Как будете ставить 40 баллов за один лабораторный 1 балл у них будет. Ну тогда 32 балла в итоге должно быть. Как-то не стыкуется. Помогите мне понимать это. 32 у вас лабораторных, а баллов 40. Ну, есть лабораторные, которые сложные, им дается не 1, побольше балла. Хорошо. Это силабусы вы пишете, да? Хорошо. Промежуточный контроль, это где-то в середине, в конце первого семестра, хорошо, 20 баллов. И там что они должны делать, промежуточный контроль? Промежуточные баллы, есть специальный тест будет, или это модуль будет по теоретической части. Отлично. Это множество вариантов ответов, да, наверное, скорее всего? Да. И выполнение самостоятельной работы, индивидуальной работы мне тоже нравится от 0 до 20. Почему вы написали от 0 до 20, а не просто 20 баллов максимально? Ну, потому что есть ребята, которые, если индивидуальное задание не сделает, за лабораторные есть, они говорят, у меня тоже есть, поэтому если индивидуальную работу не делает, они 0 получают. Ясно. А лабораторные, они обязательно должны сдавать, так получается, да? Обязательно. Выполняя лабораторные, они готовятся к индивидуальному, потом в итоге индивидуальное задание сдают. Хорошо. Мне нравится, вы полностью распределяете
ваши, чтобы студентам не было трудно, они должны постепенно работать с самого начала. Очень нравится. Молодцы. Да, У кого-нибудь да, другой да. вариант есть? Устно кто-нибудь рассказывайте, пожалуйста, 100 баллов тоже. Как вы делите 100 баллов, чтобы я знал, что я могу получить у вас максимальное количество? Если даже не 100, 95 я хочу у вас получить. Кто-нибудь расскажете? Так. Тогда хорошо. Ну, вот мой слайд вернулся. Быстро. Ну, оценивание вообще очень щепетильный. У меня магистерская диссертация была как раз на тему оценивания. Это очень щепетильная тема. Многие преподаватели, к сожалению, не очень обращают внимание на оценивание, как бы, когда в педвузах, во многих местах, потому что как будто оценивание это можно, можно даже без подготовки проводить. Но потом самая главная проблема как раз происходит, когда вы оцениваете, потому что многие студенты будут возмущаться, говорить, что они заслуживают побольше баллов, и споры, многие споры как раз в этом отношении. Я опять, по-моему, нажал на этот линк. Чуть-чуть. Вот у вас тоже получается, используете это 100-бальную систему. Расскажите, пожалуйста, когда студент получает A или A-, какие баллы? От 95 или 92 или 94? Какие у вас есть правила на этот счет? Хорошо, хорошо, у кого-то вижу я. Отлично, это 87. У вас более щедрый график. 87 из 100. Если студент получает 87, вы даете 100 баллов. Это отличная оценка. Это немножко, только получается хорошо, не удовлетворительно. Только 3 балла, да? Не маловато? И четвертый Только это... 3 балла. У нас вот это 61 до 73 балла, это удовлетворительно, а вот 74 до 86 это хорошо, а 87 до 100 это отлично. Это потому что обычно во многих вузах, не знаю, отличную оценку должны заслужить студенты, которые получают от 92 или 94 и больше. Диас, в вашем случае, в вашем вузе сколько? От скольки на это должен получать A, например? Не слышно, не слышно. Но здесь тоже Анвар пишет, что 85 и выше 100 баллов. Видите, разные у нас оказывается. Кто-то, вашу схему я назову, что это у вас очень щедрый, потому что вы щедрые люди. Если кто-то 85 баллов и выше получает, вы поощряете, чтобы у них Диаса 90 и 100 это отличная оценка. А у нас 92 и выше получается. Ну, хорошо, не это ваши требования, не буду вмешиваться. Но давайте посмотрим, покажу, что мы делаем, чтобы студент, чтобы достичь. Вот посмотрите, студент выполняет у нас 4 задания. Не у нас, в этом курсе. У нас есть разные курсы. Уважаемые коллеги, я видел в Казахстане тоже, в Кыргызстане иногда студентов чересчур перегружает. Очень много заданий. Каждое занятие мы должны оценивать, модульные каждый оценивать. Нет, когда студент должен учиться тогда. Поэтому у себя в курсе у меня есть, например, посещение класса и участие. Студенты должны заслужить, но они получают 10% у меня. Но посещение это не просто пришел на урок, они еще должны делать свой вклад. Потом они должны писать критические рефлексии 20%. Под презентации в группах последний день занятий 30%. И последнее задание, самое большое задание, они должны написать эссе 40%. Как вы думаете, коллеги, а что у меня там разные цифры в последней колонне там стоят? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 5, 6.
Что это значит? У кого какое предположение? Почему я вдруг поставил цифры? Ну, в зависимости от того, как они сдают свое эссе, это. Нет, 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 пока еще не угадали. Это в начале как-то я говорил. Вспомните результаты обучения. Мгм. Это связь моих заданий с результатами обучения. То есть получается первый, второй, это зависит как. Вы помните, у меня были 6 результатов обучения. И мои задания, каждый из них должен проверять что-то, какой-то результат. Мы должны показать, какое задание проверяет, какой результат обучения. Вот этом есть стыковка. Обычно, когда мы пишем свои задания, мы должны знать, какой результат обучения я должен проверять этим заданием. Помните, 6, потом я слайды отправлю. Но теперь посмотрим. Каждый из них описание заданий. В силабусе, вот как раз, когда коллега написала одна страница, я, наверное, попрошу, чтобы в одну страницу надо еще дополнять, чтобы вы еще могли написать краткое описание ваших заданий, чтобы студент знал, что это за задание. Например, давайте я примеры своих заданий покажу. Первый. 10% это... Я увидел некоторых коллег в Казахстане, в одном вузе, которые написали, что их студенты получают 20% за посещение. Я говорю, пожалуйста, просто если студент пришел к вам на урок, вы подарите 20%, это несправедливо. Потому что вдруг он пришел и уснул там, или там зашел в социальные сети и не работает. А вы подарили просто... Вместо того, что он на улице ходил, у вас сидит на уроке, подарили 20%, так не бывает. И поэтому должны быть критерии, чтобы студенты знали, что это еще значит, что активное вовлечение в урок. Вот как раз мое описание моего курса. Но давайте я вот один юмор здесь добавлю. Но я показываю моим студентам вот этот юмор, этот анекдот. Но потом я говорю, пожалуйста, не обижайтесь, это была шутка. Шутка какая? Давайте я прочту. Однажды ученик подошел к своему учителю. Он задает такой вопрос. Учитель, хорошо ли много говорить в классе, да? Учитель ответил. Жабы и лягушки квакают днем и ночью, но никто не обращает на них внимания. А петух кричит определенное время ночи и будет всех. Учитель улыбнулся своему ученику и сказал, это доказывает, что если много говорить, ничего хорошего не получается. Важно говорить нужные вещи в нужное время. Это к чему? Это когда иногда бывает, некоторые студенты все время поднимают руки и говорят, чтобы получить максимальное количество баллов. Потом, но это я говорю, пожалуйста, это не обижайтесь, это просто показать, что надо еще, я не буду просто считать, сколько раз кто говорил. Я буду еще обращать внимание на, о чем вы говорили. Давайте дальше пройдем. Вот эти 3 рефлексии мои студенты пишут. Рефлексии я хочу, чтобы они постоянно писали, но сдают 3 рефлексии о том, что они получили конкретно на уроке. Вот Айнур говорит, да, посещение, говорит, тоже важно. Я говорю, что да, я с вами согласен, Айнур Эжеке, посещение тоже важно, но я постоянно говорю, чтобы они посетили, но в то же время они еще заработали баллы. Но 10% я не могу просто подарить, потому что он пришел на урок. Да? О чем идет? Хорошо, вот рефлексии о том, что они там, это рефлексия, я заметил в своей карьере, в своей практике, деятельности, что когда студенты пишут и сдают рефлексию, это дополнительный канал связи между преподавателем и студентом. Иногда студент молчит и сидит, и когда он напишет такую прекрасную аналитическую рефлексию, я скажу, оказывается, он был полностью погружен, он думал о занятии, поэтому у меня отношение к этому студенту тоже изменится, мы будем потом, я комментарии пишу, мы будем переписывать. Потом групповая презентация, тоже мое любимое занятие, но я не настаиваю, что вы тоже это использовали. Я в начале курса даю задание, чтобы студенты в малых группах
проводили исследования и подготовили маленькую презентацию на 15 минут. И в этом как раз одна из последних заданий, последний день занятий, это 30% за это получает. Каждый студент получает 30%, каждый студент, который в группе. И здесь я обычно, наверное, это наверное, не всегда справедливо. Кто-то работает больше, кто-то работает меньше. Но пока у меня нету такого магического подхода, чтобы выяснять, ладно, даже в группе ты меньше работал, ты будешь меньше работать. Хотя я мог бы использовать peer assessment и self-assessment, то есть самооценку или оценку партнера. Да? И последнее задание, это студенты сдают, например, через 2-3 недели после завершения курса. Здесь указывается еще набор слов, то есть ограничение, сколько слов должно быть, как должно быть сдаваться и какие штрафы должны быть. Потому что обычно в Центральной Азии мы любим опаздывать на тойлорго, но мы должны четко указывать нашим студентам, что сдача заданий после срока уже наказывается. Ну, там где-то уменьшает оценку и так далее. Рубрики я, наверное, к сожалению, сегодня не смог показать. Это одна из самых важных способов оценки, особенно когда мы проверяем, например, когда четко, это градация оценок. Почему, например, если студент сдает отчет, вы градацию заранее даете, например, очень хорошую градацию, на основании чего студент сам тоже самостоятельно может проверять свое знание. И потом, чтобы у него не были претензии, почему получает низкую оценку в какой элементе, потому что градации вы четко указываете, литературный обзор у тебя хороший, но результаты у тебя не полностью раскрыты. Поэтому я потом примеры отправлю моим коллегам, Сайрагулуджике и Мирлан Агай, примеры моих рубрик, на русский тоже были переведены. Итак, последний я коротко покажу политику курса. Политика курса тоже пишется в конце вашего силабуса, в котором вы указываете о том, каким должно быть поведение ваших студентов, экзамены, тесты, сдача их, и если опоздают, какие будут наказания. Использование ноутбуков, телефонов вы разрешаете, не разрешаете. Лучше написать это в вашем силабусе. Академическая честность, если там уличили в плагиате, какие будут наказания, тоже лучше еще рассказать. Правила курса я не буду слишком много останавливаться, чтобы студенты никаких домогательств не было, никакой студент не почувствовал, чтобы над ними издевались. Да? Сдачи работы. Если кто-то сдает поздно, значит ущемляются права других студентов, то есть несправедливо по отношению к другим студентам. Почему один студент должен дополнительных 3 дня получать и получить преимущество перед остальными студентами? Это надо обговаривать. Надо четко объяснять, сколько процентов вы снижаете, если кто-то опаздывает. Ну, есть случаи, когда кто-то заболеет, это исключительный случай, вы можете продлевать, но это должно быть все оговорено. Вот посещение занятий, коллега написала чуть раньше, Айнур, посещение занятий у нас тоже обязательно, но если кто-то пропускает занятия, они должны об этом сообщать и рассказать об этом профессору, профессор дает дополнительные задания. Почему это важно, посещение почему очень важно? Потому что студент на уроке, он не только получает знания, он в то же время помогает развивать мышление других студентов, работает в группах, поэтому очень важно, чтобы он присутствовал на занятиях. И академическая честность, о котором я рассказал, к сожалению, в Назарбаев университете тоже были случаи, когда студенты, даже после того, как мы объясняли много раз, некоторые потом поймали в плагиате, и наказания самые суровые придется отчислять, потому что не были прецеденты. Потому что плагиат, значит, это просто самое грубое нарушение академической честности. Итак, коллеги, вот то, что мы поменяли, как мы поменяли наш силабус в условиях онлайн-обучения, здесь вы найдете потом информацию, потому что нам надо было чуть поменять силабус, дать дополнительную информацию в силабусе о техническом снабжении, о том, как лучше вести во время онлайн-уроков. Вот, брали разные хорошие идеи из разных источников, и вот правила тоже включили. Итак, коллеги, вот я
очень в спешке, быстро постарался поделиться опытом. Если есть вопросы, теперь я с удовольствием отвечу. Здесь как раз появились вопросы. Вот Ирина Эджеке, Ирина Бутенко очень активно участвовали. Молодцы, просто прелесть. С самого начала вы активно пишете. И я, наверное, как раз за посещение я вам поставлю 10%. У вас вопрос тут. Критические рефлексии вы применяете при оценивании на практических занятиях. На практических занятиях. У нас нету лекций. У нас все занятия, все занятия в нашем понимании как семинары идут. У нас по крайней мере, я преподаю в высшей школе образования. В высшей школе образования у нас только магистранты и докторанты. У нас малое количество студентов, у нас нету лекций. Поэтому я давно уже лекции не проводил. Самые похожие на лекции это то, что я через Zoom с вами общаюсь. А так все занятия у нас практические. У кого еще вопросы, я пропустил сверху, можете скопировать еще? Я презентацию могу отправить. Я что сделаю? Я скопирую все ваши комментарии в свой компьютер, потом отправлю кому-то, если будет интересно, отправлю туда. Но еще лучше, коллеги, давайте я сделаю еще лучше. Кому-то, если хочется сразу получить, я сюда же загружаю. И вы, кто желает, вы можете здесь же скачать. Скачать, да. Вот, по-моему, пошло. Только одному человеку пошло. Я теперь сделаю это доступным для всех. Пожалуйста, вот как раз время вопросов. Мен көргөзүп та коеюнбу ошону, кааласаңыздар. Примерин. Рубриканы көргөзүп, эме кылып коеюн. Жакшы суроо болду. Рубриканын примерин да көргөзүп коеюн. Особенно, знаете, рубрика в курсах очень нужен. Но в то же время я знаю, что в каждом вузе еще есть дипломные работы. Студенты, не знаю, по-разному называете, квалификационная работа. Последний курс ваши студенты сдают, да? Но, знаете, если дипломная работа или квалификационная работа попадает одному преподавателю, студент получает одну оценку. Но где гарантия того, что та же работа будет оцениваться и получать примерно такой же балл от другого преподавателя? Нету гарантий. Почему? Потому что мы разные люди. Но в то же время, уважаемые коллеги, мы должны сообща с друг другом встречаться и потом разрабатывать некоторые критерии, чтобы у нас не было больших различий. Кто-то поставил 90 баллов и кто-то 60. Это что-то не то. Такого не должно быть. Но я понимаю, кто-то поставил 75 и кто-то 85. Потом вы встречаетесь и договариваетесь где-то 80. Это нормально. Но если кто-то поставил 95 и 65, это значит, это бедный студент хочет попадать к тому преподавателю, который поставит 95. Не правда? Он будет избегать того, который постоянно ставит 65 баллов. Потому что студенты быстро они знают об этом. Они будут там сообщать об этом. Поэтому, чтобы не было таких различий, разрабатываются рубрики. Рубрики для оценки исследовательских работ, квалификационных работ. И даже на своем уроке мы используем рубрики, чтобы оценивать, чтобы студенты наши, как раз я покажу сейчас примеры. Презентацию уже, да, можете сказать, загрузили, пожалуйста. Вот, азыр көргөзөм, мына жерде. Градация, не знаю, насколько хорошо. О, хорошо. Видите, да? Вот мой любимый курс «Профессиональная идентификация, идентичность учителя». Задание, последнее задание, это не последнее, это групповая презентация, в котором студенты делают... Видно, да? Диас, видите? Да? Вот здесь вы... Да, видно. Сейчас давайте я побольше сделаю. И вот градация, значит, что это такое? Уважаемые коллеги, вы здесь видите, вот у меня есть 4 критерия. Критерии вы видите вот жирным шрифтом слева. Во-первых, первый критерий – это студенты должны четко понимать теории и концепции профессиональной идентичности учителя и педагогической профессии. Но у меня есть градации. Отличное понимание теории,
хорошее понимание, ограниченное понимание. И последнее, нету вообще ничего, никакого понимания. Потом второе, посмотрите. Вот это слово, русское слово я затрудняюсь использовать. Осведомленность о ключевых вопросах профессиональной деятельности и педагогической профессии в Казахстане. Если первый случай это был по всему миру, литературный там, обзор делает и понимает вообще, кто такой учитель из литературы по всему миру, второй, они должны еще четко это понимать и потом свою анализировать, насколько профессия учителя в Казахстане, это состояние профессии учителя, чтобы они могли разные аргументы приводить из исследования своего. Они проводят исследования и потом доказывают это во время презентации. Потом, третий критерий у меня предлагает политические или практические рекомендации, предложения, чтобы улучшать ситуацию. Если одна группа делает очень прекрасную презентацию, например, молодой учитель, молодой преподаватель университета, становление молодого учителя, и они предлагают разные рекомендации, что руководители университета должны всячески поддерживать молодых специалистов, потому что у них очень большие вызовы, трудности. В это время им надо назначить ментора. Вот такие рекомендации будут делать, значит, группа зарабатывает очень высокие баллы. И, наконец, последний вот критерий тоже, я считаю, что это тоже очень важно. Я смотрю, анализирую во время групповой презентации, как они работают в команде, как друг друга поддерживают, как они ресурсами делятся, как они, например, делят время. Если все время там 4 студента и все время один студент выступает, остальные просто сидят, это значит большой вопрос у меня вызывает. И поэтому смотрю, насколько каждый из них сделает свой вклад. Таким образом, каждая группа получает по этим критериям, рубрикам, получает свой балл. Вот в чем суть рубрики. Это градация баллов, чтобы студенты чувствовали, что это справедливо, что четко. Потом они не возмущались. Если одна группа делает замечательную презентацию, но командную работу они провалили, они должны получать, например, 30 баллов из 40. 10 баллов за командную работу не получают. Но вы должны четко написать, да, вы хорошо сделали все это, но где командная работа, извините, вы не получаете максимальный балл. Вот жооп түшүнүктүү болдубу, коллега, который вопрос задавала? Ооба, түшүнүктүү агай, рахмат. Жақсы. Дагы суроолор барбы? Или я пропустил какой-то вопрос свыше? Бере берсеңиздер болот, тартынбастан. Анан мен өзүмдүн силабусумду алдын ала жөнөтүп койдум. Я отправил вам пример своего силабуса. Там, по-моему, где-то у меня 10 страниц, или 8 или 10 страниц. Почему? Потому что я хотел... Конечно, это очень много страниц. Студенты, наверное, им даже трудно читать. Но лучше я подумал, лучше будут более досконально узнать о моем курсе, чем потом будут друг друга спрашивать или стесняться у меня спрашивать. Вот такие понятия. Так, сұрақтар бар, сұролар. Дүйшін ағай, здесь не вопрос, но комментарий в чате. Давайте. Айнур Рабатовна, лекция 5%, это для первокурсников, пятикурсников более высокие, это мое мнение. То есть пятикурсникам можно читать лекцию, да? Вывод. Тогда магистрант, Рахат у нас учится в магистратуре. Рахат, тогда как мы должны вас обучать? И докторантов, у меня есть докторанты, их тоже с помощью лекций. Но лекция, я как сказал, лекция наиболее оптимальный метод, когда у нас другого выхода нету. У вас в аудитории сидят 300 студентов, и вы не можете уже там вовлекать всех, групповую работу делать, будет бардак. Поэтому лекция самый эффективный метод. А так, если у вас есть 20 студентов, давайте пусть в группах работают, по 5 человек, по 4 человека. Наоборот, им будет интересно. Ротацию делайте. А как вы делаете, уважаемые коллеги? Если в групповой работе кто-то отказывается работать с другими, вы позволяете, чтобы студенты сами выбирали свои группы, или вы выбираете? Такой вопрос. Такой коварный вопрос. Кто как делает? А что, если я, например, не хочу работать с Рахат или Диас, я скажу, нет, я лучше буду работать с Айра-языке, потому что у меня есть шансы получить более высокие баллы. Тогда что вы делаете?
Жооп жазып қойсаңыздар, айтып қойсаңыздар. Бұл жерде, пока я отвечу, Совет Бегагай, мы это обсуждали, рекординг, это запись тоже отправим, но не должно быть требований. Сколько страниц, қанша барак болушын ешкім сіздерге айта албайды, но просто есть рекомендации, вы сами должны принимать решение. Албетте 20 барактан ашып кетсе, ағай, біраз көбірек екен. Мен егер сіздің студентіңіз болсам, ағай, қайсы жерден маалыматты табам. Поэтому, наверное, где-то 8, 9 или... Давайте 12 страниц, только не 20. 20 будет очень много. Даже для студента, пожалуйста. Нет, Чинареджике, одна страница. Если я приду к вам на урок, если силабус вы дадите мне на одну страницу, я буду каждый день ходить вам на урок, это кабинет, чтобы говорить, Эджике, когда будет следующее задание, о чем будет следующее задание, какие ресурсы, где я получу. Поэтому одна страница не рекомендуется. Просто. Мы же в Moodle закачиваем все свои задания, и студенты уже, приходя на урок, они уже знают, какое задание у них есть. Это тоже и поэтому там в зависимости, ну там может быть и 5, и 6 страниц, и 1 страница. В зависимости от сложности задания. Если, допустим, это задача сквозная, так это может быть и 15 страниц. А если какое-то просто такое размышление, типа эссе, мы можем на страничку оформить. Ясно. Но это в последнее время как бы Moodle заменяет силабус. То есть многие говорят, мой силабус там в Moodle. И там они расписывают все это по неделям, по курсам и так далее. Но я считаю, что Moodle это для меня это не замена. Даже пусть работает Moodle, но силабус это дополнительные пособия, которые вы можете загружать в Moodle, но можете отправлять своим студентам. Это более удобная форма документации, которую даже самый лучший Moodle не заменит силабус. Но я здесь извиняюсь, коллега, которая говорила, я извиняюсь, что это Чинареджике. 1-2-3 деп бөлген хорошо. Один из самых эффективных методов. Просто 1-2-3, бир номерлар бұл жаққа келгіле, вторые номера сюда. Это один из самых эффективных методов, да. Потому что... У нас еще, извините, вас перебью, у нас еще, кроме силабуса, у нас еще существует УМК, учебно-методический комплекс. Вот там у нас полностью все задания расписаны. Но это там, вас УМК на сколько страниц? На 50 страниц? Ой, там 100 с чем-то. 107, но 107 вы не будете давать студенту. УМК для преподавателя, а силабус для студента. Но это мое предложение. Если вы хотите, чтобы вашему студенту было удобно, сделайте. Если нет, вы хотите, чтобы побольше общаться со студентами, ожидаете, чтобы они часто ходили вам в кабинет, чтобы узнавать, тогда давайте Moodle скажите, если тебе интересно, заходи в Moodle. Нет, вы не поняли. У нас как требование, что мы должны загружать в Moodle не только силабус, но и УМК. А вот в УМК мы полностью делаем, еще раз повторюсь, что мы расписываем все свои задания, все свои задачи, все кейсы, все ситуации. Именно когда мы можем даже просто открыть даже на занятии и по этому силабусу или по этому УМК работать. Да, отдельно не распечатаем. Бывает, что распечатываем. Да, я видел УМК, но это УМК больше, надеюсь, никто меня не будет, потом это на меня это УМК больше там бумажный волокита, очень бюрократии много. Копируете друг друга. Вы правы. И делаете это чтобы аккредитация пришла. У меня УМК есть. Там кто полностью там действительно поработал, это другой вопрос. Так, Эркингуль, задаю вопрос. Разрабатываете ли вы, кроме силабуса, рабочий план? Нет. За рубежом силабус только разрабатывается силабус. Другую программу не разрабатываем. Силабус и потом, конечно, презентация или план урока отдельно, но силабус это достаточно. Это для ваших студентов и потом для себя тоже. И потом, как коллега тоже говорила,
Moodle все вы прописываете, все это по неделям, по занятиям, все это четко прописываете, ну, но дополнительных рабочих программ у нас нету. Потому что Назарбаев университет работает автономно, они работают по международным требованиям. Не знаю, как обстоит дело в других вузах Казахстана, но с нас рабочую программу не требуют. Хорошо, дальше. Ага. Дүйшен Алиевич, анда жыйынтыгында мага бир ооз сөз берип койсоңуз, уруксат болсо. Жалпыга түшүнүктүү болуш үчүн анда орус тилинде эле айта берейин. Бизден позвольте выразить огромную благодарность от коллектива КГТУ имени Исхака Разакова за такую полезную информацию, представленную во время вебинара. Надеюсь, что это не последний вебинар. С вами было очень так интересно, действительно такой живой интерактив был, вопросы-ответы, да, то есть практически удавалось из той аудитории за экраном выудить что-то, какой-то ответ. Надеюсь, это у нас получилось, и коллектив тоже доволен сегодняшним вебинаром. Будем ждать от вас серии еще других вебинаров на другие темы, именно связанные с высшим образованием и вообще с методикой преподавания и обучения. Спасибо вам огромное, здоровья, успехов, делитесь с нами опытом. Спасибо. Чоң рахмат. Этот семинар еще, я надеюсь, что вот как раз Сайрагуледжи, когда отырса керек, у нас очень хорошая дружба еще с Кёльнским университетом имени Тыныстанова. Сам побывал там, к сожалению, очень короткая у нас была встреча. Надеюсь, что оттуда тоже коллеги пришли. Но мне очень тоже понравилось то, что вопросы задавали, примеры приводили. И я вижу в двух местах коллеги сидят еще, вот в двух залах. Я не знаю, один, наверное, Кыргызско-корейский центр, не знаю, какой вуз. Это КГТУ. Это КГТУ. Мы специально для преподавателей вот места, локации организовали, чтобы максимально вовлечь всех. Отлично. Чоң рахмат. Это КГТУ. И запись, как только запись у меня будет, потом вам отправлю. Да? Это Бакул, келиңиз, ким? Дүйшен агай, Касым Тыныстанов атындагы университеттин атынан дагы сизге терең ыраазычылык. Сизде менен ушул вебинарда бирге болгондугубузга абдан кубанычтабыз. Абдан маанилүү, маңыздуу маалыматтарды бердиңиз. Бул кездешүү биз үчүн дагы акыркы эмес деп терең ишенебиз. Буюрса дагы алдыда дагы далай чогуу иштерди жасайбыз деп ойлойм. Албетте, чоң рахмат. Мен барганда аябай кыска мүнөттө жолугуп калдык. Мүмкүн болсо дагы кийинки барганда көбүрөөк маектешип дагы жакшыраак сүйлөшкөн мүмкүнчүлүктөр болсо абдан жакшы болот. Баарыңыздарга чоң рахмат катышып бергендериңизге, суроолоруңуздарга аман болуңуздар, оорубаңыздар, эң главное, баардыгы жакшы болот. Жакында Кыргызстандагы келе жаткан ушул окуу жыл, жаңы окуу жылыңыздар менен ошо алдын ала куттуктап, быйылкы жылы аябай чыгармачылык, творческий успехтер болсун, аябай жакшылыктар болсун. Ушу жаман оору кетсинчи. Кадимкидей бири-бирибизди көрүп, жолугуп, мындай учурашкан күндөр келсин, мурдагыдай эле баарыңыздар ушу аманчылыкта жолугалы. Алмаз агай менен дагы абдан только онлайн гана таанышып жүрөбүз. Алмаз агай барганда Бишкекте кол алышып дагы учураша турган күндөр келсин. Баарыңыздарга жакшылыктарды каалайм. Аманчылыкта болуңуздар. Чоң рахмат, жакшы